Мы продолжаем рубрику «10 важных вопросов от наших телезрителей». И сегодня на ваши вопросы, дорогие телезрители, будет отвечать заместитель начальника отдела установления мер социальной поддержки семьям с детьми отделения специального фонда России по Чеченской Республике Петимат Лабазанова. А поговорим мы о ежемесячной выплате на детей до 17 лет. Машова, сегодня действительно вы будете отвечать на вопросы наших телезрителей. Готовы? Конечно. Начнем? Давайте. И первый вопрос. Звучит он так. Новая ежемесячная выплата на детей до 17 лет. Много об этом разговоров и много вопросов от родителей. Итак, хотелось бы знать, что это за универсальное пособие и кому оно положено? А действительно, я добавлю, универсальное пособие, как это понять? Такой вопрос, добавок от меня. Прошу. Право на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка имеют семьи, нуждающиеся в социальной поддержке, имеющие в составе семьи детей до 17 лет, а также женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности. То есть со дня рождения ребенка до исполнения 17 лет предоставляются меры социальной поддержки. С первого дня рождения ребенка? Да. А при чем тут универсальное пособие? Ну, универсальное пособие, наверное, так оно называется в связи с тем, что оно объединило ряд пособий, которые предшествовали до этого. То есть это ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, ежемесячное пособие на первого ребенка, а также ежемесячное пособие детям в возрасте от 3 до 7 и от 8 до 17 лет, которые были до декабря 2022 года. Но вы сразу ответили на второй вопрос. А он звучал так. Какие выплаты заменило ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка? Это все те пособия, которые вы перечислили? Да. Тогда не будем, пропустим этот вопрос, перейдем сразу к третьему нашему вопросу. Какой порядок предоставления универсального пособия, опять подчеркивают, какие документы и куда должен направить родитель, чтобы получить выплату? Работодатель в этом процессе не участвует? Ну, в большинстве случаев достаточно того, чтобы оформили заявление через портал госуслуг. То есть заявитель через свой личный кабинет на портале госуслуг может оформить заявление на оформление универсального пособия. Никаких дополнительных документов доносить не нужно. Социальный фонд посредством межведомственного электронного взаимодействия сам получает все необходимые ответы, сведения о доходах и движимого и недвижимого имущества, которое имеется в собственности у членов семьи. Единственное, есть моменты, когда необходимо бывает самостоятельно донести документы. Это если один из членов семьи является военнослужащим, получает стипендию, гранты и другие... Какие-то подтверждающие документы все равно нужно будет донести. И другие виды доходов учебных заведений. Я говорю, какие-то подтверждающие документы получается, да? Да. А в остальном все вы сами забираете, все сами готовите, да? Да, и сообщаете родителю, когда прийти, если нужно какое-то подтверждение, если нужно какие-то документы донести. Нет, если нужно какие-то документы доносить, специалист социального фонда в течение 5 рабочих дней отправляет заявление на доработку с указанием комментария, что нужно исправить и донести заявителю в клиентскую службу по месту проживания. Но в большинстве случаев такой необходимости не бывает, и специалист социального фонда принимает решение либо о назначении, либо отказе назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. И то есть в течение 10 дней заявитель получает ответ в своих госуслугах. Продолжаем. Расчетные периоды учета доходов для разных пособий отличаются. Какой будет расчетный период при назначении единого пособия? Наверное, вы поняли, о чем разговор. Прошу. Да. Для назначения единого пособия расчетный период – это 12 месяцев, предшествующие месяцу подачи заявления. То есть, если заявитель обращается в июне 2023 года, сведения о доходах, которые были у заявителя, расчетный период будет браться с
мая 22 года по апрель 23. Хорошо, продолжаем. Можно ли оформить единое пособие, если я уже получаю выплаты на детей для одиноких родителей? И на какой срок устанавливается пособие? Прошу. Да, конечно, можно оформить пособие, единое пособие, также в заявительном порядке, то есть это переход с одной выплаты на вторую выплату, и тут идентичный случай назначается на 12 месяцев со дня подачи заявления. То есть если, например, заявитель обращается опять-таки в июне, то есть с 1 июня на 12 месяцев будет назначено единое пособие. Но мы же говорили, что это универсальное пособие, что другие пособия, они отодвигаются в сторону, или не так? Это так. То есть переход есть ранее заявитель получал пособие, например, при рождении первого ребенка или выплату одинокого родителя, или от 8 до 17, либо по уходу за ребенком. Но заявитель теперь желает перейти на единое пособие, то он оформляет новое заявление в госуслугах, в личном кабинете на портале госуслуг, и, соответственно, заявитель плавно переходит с одной выплаты на другую. То есть теряет ранее то, что он получал, теряет свою силу и назначается на новый период новое единое пособие. Есть один момент, пособие при рождении на первого ребенка, закон оставил такую возможность, что заявитель имеет право выбора. Если он получает, например, один раз оформил на 12 месяцев, ребенку исполнился год, и заявитель желает продолжить именно эту выплату, то есть в связи с рождением первого ребенка, то он может подать именно это заявление, не переходя на единое пособие. Иногда это бывает очень выгодно для тех, у кого есть высокие доходы, потому что в пособии при рождении на первого ребенка средний душевой доход учитывается в двукратном размере, то есть не как в едином пособии. В едином пособии он учитывается в однократном размере. Продолжаем. У нас в семье 2-3 детей. Бывает, а то и больше, в возрасте до 17 лет. Ежемесячная выплата положена на каждого ребенка. Вопрос. И нужно ли писать заявление на каждого ребенка? Опять вопрос. И еще, кто из родителей может подать заявление на выплату? Вот такой большой вопрос, состоящий из 3 вопросов, я бы сказал так. Прошу. Если в семье 2-3 детей, то выплата полагается на каждого ребенка в возрасте до 17 лет. То есть мы ответили на первый вопрос. То есть на каждого ребенка отдельно? Да. Хоть там 5 детей? Да, выплата полагается... Хоть там 10 детей? Да, выплата полагается на каждого ребенка, но при оформлении заявления необходимо указывать в составе семьи всех детей. То есть не нужно подавать несколько заявлений, не нужно подавать на каждого ребенка отдельное заявление. Заявитель оформляет одно единственное заявление и указывает... перечисляет всех детей? Да-да-да, основанием для назначения выплаты указывает, то есть уже личный кабинет госуслуг предусмотрел такую возможность, что заявитель имеет возможность выбрать, поставить галочку напротив несовершеннолетнего ребенка, в отношении которого оформляется пособие, поставить галочку, что он является основанием для назначения. То есть, например, если есть 3 детей, один из этих детей получает на первого ребенка пособие, и дополнительно есть еще 2 детей, на которых заявитель хочет оформить пособие, то ему достаточно нужно занести в состав семьи, указать всех несовершеннолетних детей, но основанием для назначения ставят именно напротив тех детей, которые не получают ни один вид пособия, в связи с тем, что он желает на первого ребенка оставить эту выплату. Таким образом, всех можно перевести на универсальное конечно, пособие? это уже желание... Это зависит от родителей? Да, но такое право выбора имеется только у тех детей, которые рождены до 31 декабря 2022 года. Вот спасибо, что это подчеркнули. И еще, кто из родителей может подать заявление на выплату? А что, тут есть какая-то разница? Да, конечно, бывают случаи, что имеется расторжение брака, и дети проживают, например, с отцом. В таком случае заявитель предоставляет решение суда об определении места жительства несовершеннолетних детей с ним и подает заявление, в соответствии с которым специалист социального фонда выносит решение. Если официального развода нет, то не нужно ничего доказывать, как я понял, да? Я буду прав, если так скажу? Но если Нужен официальный документ. Да,
Но это только в том случае, если имеется расторжение о брака. чем я и говорю. Если семья целая, то есть родители и дети проживают вместе, то за оформлением единого пособия имеют право обратиться оба родителя. родителя. Да, тут без разницы, учитывая, что доходы семьи учитываются в совокупности на всю семью. Продолжаем. Зависит ли пособие от доходов семьи? А если нет дохода, вопросительный знак. И что это за правило нулевого дохода? А вот мне тоже интересно, правило нулевого дохода. Прошу. Конечно, и размер ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка напрямую зависит от доходов членов семьи. Отсюда исходит именно размер назначения ежемесячного пособия. И, например, 100% у нас на территории Чеченской Республики это 13 386 рублей. Потом идет следующая планка 75%, это 10 039 рублей, и 50% 6 693 рубля. Именно этот размер назначения ежемесячного пособия зависит от среднедушевого дохода членов семьи. А если нет дохода вообще? Если нет дохода вообще, это и есть правило нулевого дохода, сюда относится ряд критериев, по которым мы можем освободить родителя от необходимости иметь доход. Это, например, это уважительные причины, такие как один из родителей ухаживает за ребенком до 1,5 лет, и семья многодетная, то есть в семье более 3 детей, то мы можем освободить обоих родителей от необходимости иметь доход. Это и есть правило нулевого дохода, Да, как я понял. да, и таких уважительных причин в нашем постановлении есть несколько. Какие, если можно? Это к уважительным причинам отсутствия дохода относится обучение по очной форме одного из членов семьи старше 18 лет, нахождение одного из членов семьи в местах лишения свободы, как мы уже ранее сказали, уход за ребенком до 3 лет, многодетность и длительная болезнь одного из членов семьи старше 18 лет. Но хочется обратить внимание, что отсутствие дохода, вот эта уважительная причина отсутствия дохода, она в совокупности в расчетном периоде должна составлять 10 месяцев. То есть 10 месяцев ухода, 10 месяцев обучения, либо в совокупности, например, чтобы наши телезрители поняли, приведем пример, Правильно, по 5 прошу. месяцев, 5 месяцев ухода за ребенком до 3 лет и 5 месяцев обучения, то есть это суммируется, и 10 месяцев расчетного периода, если у одного из членов семьи до 18 лет имеются такие уважительные причины, то мы освобождаем от необходимости иметь доход. Вот спасибо за такие подробные ответы. Вот, спасибо. Продолжаем. Кому могут отказать в получении пособия? Вопросительный знак. Я почему так говорю, длинный вопрос. Можете озвучить основные причины отказа в выплате на детей до 17 лет? Если пришел отказ, должна ли быть указана причина отказа? Вот такие вот вопросы в одном вопросе. Причинами Хотят люди знать, хотят, прошу. Причинами отказа также может быть несколько. Например, в частности, очень большой процент отказов у нас бывает по недостоверным и неполным данным, указанным при оформлении заявления. То есть при подаче заявления в личном кабинете на портале госуслуг заявитель, возможно, некорректно указывает дату или номер актовой записи несовершеннолетнего ребенка, либо не указывает вид документа, удостоверяющего личность. В таком случае специалист социального фонда не имеет возможности получить полноценные ответы на запросы посредством межведомственного электронного взаимодействия. В связи с тем не получается дать полноценную оценку на наличие или отсутствие права. В таком случае специалист социального фонда выносит решение об отказе, либо отправляет заявление на доработку с указанием комментария, что какие необходимо внести изменения. Также бывают отказы по превышению дохода, по превышению требований к движимому и недвижимому имуществу. Бывает также, что и по отсутствию дохода тоже процент отказов, к сожалению, не маленький, потому что заявители
очень часто не доносит сведения о заработной плате в клиентскую службу по месту проживания. И такое бывает. Да. Хорошо. И если пришел отказ, должна ли быть указана причина отказа? Это Конечно, обязательно? конечно, в обязательном порядке специалист социального фонда указывает причину и дополнительно указывает комментарий, если имеет место быть назначению при исправлении вот этого заявления, если заявитель исправит вот этот момент, что если нужно направить заявителя в определенных случаях, специалист дополнительно указывает комментарий. А если нет, причины отказа не было указано? Как тут быть? Ну, такое бывает редко, в таком бывает. но бывает, да. Тогда заявитель имеет право обратиться в социальный фонд через контактный центр, либо обратиться по месту проживания в клиентскую службу, а также у нас имеется в свободном доступе в социальных сетях официальные страницы, где мы контактируем, отвечаем, консультируем наших жителей. Где он получит более подробный Да, конечно. ответ на свои вопросы. Да, конечно. Это хорошо. И далее идем по нашим вопросам. Чье имущество проверяется при назначении единого пособия? На какую дату учитывается имущество? Движимое... Вы, наверное, понимаете, как. Да, конечно. Прошу. Движимое и недвижимое имущество учитывается всех членов семьи, то есть которые указаны в составе семьи заявителя, и на момент подачи заявления. То есть если заявитель обращается в июне 2023 года, именно на момент подачи заявления, если в собственности у заявителя или его членов семьи имеется движимое и недвижимое имущество, оно учитывается при определении права на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Надо ли сообщать в соцфонд информацию об изменении состава семьи и доходах, если они произошли после подачи заявления? Нет, сообщать данную нужно. информацию не нужно в связи с тем, что ежемесячное пособие назначено на 12 месяцев, то есть уже при назначении вот этого пособия определено право, и до окончания 12 месяцев наличие каких-то новых изменений или обстоятельств не играют роли. Не подтверждать, приносить новые документы, приходить к вам, в соцфонд. Вот этого всего не нужно. Если какие-то изменения, вы сами дадите знать. После того, как мы назначили пособие на 12 месяцев, до истечения 12 месяцев заявителю нет необходимости обращаться к нам. Ну, если, конечно, нет дополнительных каких-то вопросов. Вот о чем я и говорю. К сожалению, время нашего эфира заканчивается. Эфир есть эфир. И два последних вопроса у нас. Какой размер универсального пособия в 2023 году? На данный вопрос, по-моему, мы чуть ранее обсуждали. Ну, еще раз, вопрос есть. Давайте ответим. Размер ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка на территории Чеченской Республики в размере 100% составляет 13 386 рублей, в размере 75% 10 039 рублей и в размере 50% это 6 693. Размер назначения ежемесячного пособия напрямую зависит от дохода семьи. То есть чем больше доход, тем ниже процент назначения ежемесячного пособия. Чем больше доход, тем ниже? Да, пособие. Ежемесячное пособие. Простая истина. Все просто. И последний вопрос. Куда можно обратиться, если возникнут вопросы по назначению данной выплаты? По всем вопросам, которые касаются работы, деятельности социального фонда, можно обратиться в контактный центр. Также по месту проживания, либо регистрации в клиентские службы социального фонда. Также у нас есть официальные страницы во всех социальных сетях. То есть к вам можно прийти, более подробно получить ответы на все вопросы, которые вам задаст ваш клиент. Конечно. Родитель, скажем так. Да, конечно. Он получит. Да. Хорошо. Спасибо. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, на вопросы наших телезрителей, высказали свое мнение. И вам Удачи. спасибо за приглашение. А на сегодня это все, дорогие друзья. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И заместитель начальника отдела установления мер социальной поддержки семьям с детьми отделения Социального фонда России по Чеченской Республике Петимат Лобазанова. И напоследок, дорогие друзья, не болейте, будьте здоровы.